Поехали просить у Путина разрешения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему мало кто из президентов сообщил о том, что едет на парад в Москву. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Стоит начать с того, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Сердар Бердымухамедов впервые посетил Душанбе в качестве главы Туркменистана. Визит был первоначально намечен на 10-11 апреля, но был отложен из-за смерти бабушки Сердара Бердымухамедова. Во Дворце нации в Душанбе 10 мая состоялись таджикско-туркменские переговоры на высшем уровне. Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов сначала поговорили тет-а-тет. Затем прошли переговоры с участием официальных делегаций. По итогам встречи переговоров на высшем уровне в рамках визита главы Туркменистана в Таджикистан между двумя странами подписаны 23 новых документа о сотрудничестве. О некоторых из них мы рассказывали в прошлых видео. Президенты Рахмон и Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Туркменистаном. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на совместной пресс-конференции сообщил, что он и его туркменский коллега только что приняли декларацию и подняли отношения между странами до уровня углубленного стратегического партнерства. Это историческое решение отвечает коренным интересам наших народов и является одним из важных факторов развития и стабильности региона, отметил Рахмон. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. В ходе переговоров огромное внимание было уделено вопросам обеспечения мира, стабильности и общей безопасности. Наши страны уверены, что все вопросы на планете можно решать только путем мирных переговоров, отметил туркменский президент. Государственный визит Сердара Бердымухамедова в Таджикистан состоялся на следующий день после того, как руководители всех 5 стран Центральной Азии присутствовали на военном параде в честь празднования Дня Победы в Москве. Ожидается, что на следующей неделе все они примут участие в саммите Китай-Центральная Азия в городе Сиань, административном центре китайской провинции Шаньси. Кроме того, как отмечает МИД КНР, президенты стран Центральной Азии, кроме Туркменистана, 16 и 20 мая параллельно совершат в Китай государственные визиты. Некоторые эксперты полагают, что президенты центральноазиатских республик поехали в Москву, чтобы получить согласие Кремля на развитие сотрудничества с Китаем. Однако директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Хайреддин Усманзада не согласен с такой точкой зрения. Визит глав Центральной Азии в Москву – это уважение к исторической памяти о Великой Отечественной войне, в победе в которой свою лепту внесли все бывшие союзные республики. А саммит Китай-Центральная Азия – это первая встреча в формате сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии на уровне глав государств. Лидеры стран региона в ходе саммита обсудят с властями КНР вопросы развития экономического и политического сотрудничества, а также вопросы, связанные с обеспечением безопасности в нынешнем периоде развития своей независимости, отметил политолог. Ряд экспертов заявляли, что визит Сердара Бердымухамедова в Таджикистан – это своеобразный обмен опытом по плавному транзиту власти. Сердар Бердымухамедов стал президентом Туркменистана под присмотром отца Гурбангулы Бердымухамедова. Большинство аналитиков считают, что экс-президент решил проконтролировать сына на должности главы государства в течение нескольких лет. Сердар Бердымухамедов, до того, как стать главой государства, был назначен на ответственные посты. В последнее время был зампредседателя Кабинета министров. Эксперты уверены, что в Таджикистане транзит пройдет по схожей схеме. Однако в настоящее время он отложен. Несмотря на транзит власти, по мнению международных правозащитных организаций, Туркменистан по-прежнему остается одним из самых репрессивных и закрытых государств в мире. Согласно последнему всемирному докладу Human Rights Watch, власти Туркменистана не терпят никакого политического плюрализма, независимых СМИ и неправительственных организаций. Предполагаемых оппозиционеров и критиков власти отправляют за решетку, а судьба и местонахождение десятков жертв насильственных исчезновений остаются неизвестными. Как вы думаете, на самом ли деле президенты ездили в Москву, чтобы попросить разрешения на сотрудничество с Китаем? Или все-таки это была дань уважения, хотя в прошлые годы они не приезжали? Что в этом изменилось, как вы думаете? И было очень много вопросов по поводу бессмертного полка, использования георгиевских ленточек и тому подобное. А теперь все дружно приехали. Напишите свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.